Добрый день! Сегодня мы с вами будем заниматься рукоделием. А делать мы будем веселую игрушку музыкальную, которая называется шуршар. Шуршащий шар по коме. Шуршащая коробочка. Обычно ее делают из бересты. Но у меня дома бересты не нашлось, да я и не умею с ней работать. Итак, для того, чтобы у нас получился шуршар, нам понадобится вот такой вот рулончик из-под туалетной бумаги. Я думаю, что в каждой семье она найдется. Палочки от суши. Любой картон. У меня это картон от коробки. Также нам понадобится карандаш и ножницы. И чтобы все это крепко-крепко-крепко держалось, мы, конечно же, возьмем клей. Любой клей, который у вас есть. У меня это клей ПВА. Итак, начинаем. Вот первое приготовление. Из картона нужно вырезать 2 квадрата. Палочки для суши можно немножко укоротить. На квадратах мы рисуем круг. Это будет дно у шуршара. Затем мы аккуратно разрезаем вокруг этого круга полосочки и сгибаем их. В той части, куда будет крепиться ручка, надо сделать сквозное отверстие. Вы можете попросить своих родителей сделать его. В отверстие просовываем палочки от суши и изнутри дополнительно укрепляем их маленькими кусочками картона. Нужно их хорошо промазать клеем и зажать, например, канцелярскими зажимами или обычными прищепками. Надо дать клею высохнуть, иначе ручка не будет держаться. Пока нижняя часть склеивается с ручкой, приклеиваем верхушку. Край рулончика промазываем клеем и сверху надеваем картонный кружок с загнутыми краями. Оставляем все высыхать. Чтобы скрыть неровности, нам понадобятся 2 полоски. Вырезаем их из той же коробки. Ширина каждой полоски примерно 3 см. И с помощью клея приклеиваем одну полоску поверх неровных краев верхнего кружочка. Все это необходимо плотно прижать и дать высохнуть. После этого насыпаем внутрь, например, рис. Я думаю, что хватит пары ложек. Дальше приклеиваем дно вместе с ручкой к шуршару. И неровные края закрываем полоской картона. Все это, как мы помним, нужно очень крепко прижать. Пока обе стороны сохнут, мы еще раз укрепляем ручку с внешней стороны. То есть к дну и к палочке мы приклеиваем картон. И вот наш коми-инструмент почти готов. Осталось его украсить. Берем цветные карандаши, желтый, чтобы придать картону цвет коры, и коричневый. Желтым цветом штрихуем всю поверхность шуршара, а коричневым можно нарисовать любой коми-орнамент или маленькие черточки, тогда будет похоже на березовую кору. И вот шуршар готов. Послушайте, как он звучит. Всем большое спасибо за внимание!